Кувшины и чаши 17-18 веков, оружие времен Великой Отечественной войны и старые чемоданы, которые когда-то ингуши увозили с собой в ссылку. В этих стесненных условиях вот уже 4 года по крупицам собирается история ингушского народа. Каждый экспонат хранит в себе бесценную память человека, семьи, тайпа. Вот эта чаша деревянная, она примечательна тем, что ее мне подарили жители селения Яндари. Это Бариев Магомед, вот Бариев Рамазан. Вот именно их родители, они забрали эту чашу с собой, когда, так пришлось, когда подверглись репрессии 1944 года, а когда была возможность вернуться, они не преминули ее забрать, так как это была именно их реликвия, как то, что они увозили. Это было священно для них, несмотря на то, что она, может быть, и не представляет такой ценности, а для них это была действительно ценность. А начиналось все довольно скромно. В 2014 году на учителя по истории Зарему Ахильгову руководство школы возложило обязанность создать пришкольный краеведческий музей. С тех пор она собирала портреты героев Великой Отечественной войны, атрибутику советского пионера и их историю. Увидев неподдельный интерес детей, педагог решила продолжить сбор исторических экспонатов. Особенно девочкам интересно, во что нанизывали на пальцы и в уши наши предки. Обратите, пожалуйста, внимание, это серьги серебряные, кольца из разной стекловидной пасты. Это именно булавочки, серебряные бубенчики и многое другое, что мы можем замечать. Вот если вы видите, это солярные знаки, посеребряные зеркала, как их называют, их, приспосабливали к верхней части одежды, прикрепляли для того, чтобы во время боя они ослепляли своим, так сказать, светом, ослепляли блеском врага. И оно действительно имело место. Коллекция регулярно пополняется новыми экспонатами. Что-то находится дома, а что-то приносят родственники или знакомые. Этот кинжал, например, принесла учительница по русскому языку и литературе Айшат Кадзоева. Она также не упускает возможности посетить музей. Очень много вещей, которые я не видела. Приятно мне. Приятно, что дети. Вот эти вещи были еще на моем веку. Выбивание. Моя мама выбивала вот такие салфетки, наволочки на подушки. Вот эти ковры, правда, я не видела, как они ткали, еще при мне этого не было. Бурки. Вот эта маслобойка была у меня, когда я жила в Ангуште, вот такая же маслобойка. Ну а сейчас детям это, конечно, неизвестно. И каждый раз, когда рассказываешь, какой предмет, какую функцию выполнял, для них это интересно, это нужно. Активность педагогов с воодушевлением подхватили и школьники. Каждый из них старается принести что-то интересное, а иногда они подключают своих родителей. Так, отец одного ученика принес в дар школе несколько антиквариатов, в том числе эти часы, доставшиеся ему от прадеда. Мы не можем не проявить инициативу, потому что Зарема Магомедовна ведет все свои уроки интересно, и постоянно, каждый год мы посещаем этот музей и повторяем все изученное, углубленно, чтобы всегда помнить про быт, обычаи, нравы и традиции нашего народа и всей истории. Знание прошлого – это своего рода двери в будущее. Поэтому при каждом изучении какого-либо урока, будь то урок истории или другого предмета, каждый раз хочется сюда заглянуть, так как здесь хранятся те самые истоки, от которых все начиналось. Много здесь поделок и самих ребят. К примеру, этот плетеный забор со своим дядей смастерил бывший ученик школы. Он, как и остальные предметы в этом музее, признается, Зарема по-своему дорог ей. С каждой вещью связаны воспоминания. Особо значим этот стенд с документами Магомеда Юлоева, свидетельство об окончании Ингушского педагогического техникума во Владикавказе и трудовая книга, которая стала своего рода отражением его жизненного пути. Он в 12 году родился, в 1936 году закончил, что он 1 января 1941 году устроился, на именно работу. Вот есть даты и записи, когда он устроился, а дата, когда он уволился, ее просто не существует, ее нету. Есть дата, что он в Казахстане опять устроился преподавателем начальной школы, а, к сожалению, это страшно. Мне очень сложно бывает всегда смотреть вот такие документы, потому что это судьба человека, сломанная судьба человека. Несмотря на то, что музей занимает небольшое пространство, это одно из самых значимых мест учебного заведения. Музей в школе должен быть, потому что дети и сами заинтересованы, они нам предлагают, приносят, показывают. Мы с удовольствием эти
вещи выставляем в нашем музее. Сегодня, конечно, нельзя сказать, что он большой музей там, но предпосылки к большому музею у нас есть. Там наша вся история краеведения, даже можно сказать, история России. Привлечь школьников к изучению краеведения, воспитать интерес к истории родного края и развить у них навыки исследовательской работы – вот основные цели создания музея. Отходить от намеченного в школе точно не планируют, только пополнять этот фонд очередными раритетами. Жаргат Кулухова, Джамалял Тамасханов, Новости 24.